Наша страна красива и очень разнообразна своими пейзажами. У нас есть куда поехать и на что посмотреть. В этом убеждены авторы выставки «Россия. Полет через века». Более 30 работ разных фотографов со всех регионов представлено в Национальном музее Северной Осетии. Среди них и фотографии нашего земляка Михаила Гасиева. Тему продолжит Марина Караева. Так выглядит собор Василия Блаженного с высоты птичьего полета. Вот такие оттенки обретает город во время заката. Озеро Байкал, которое замерзает зимой, тоже попало в объектив фотографа. Выставка «Россия. Полет через века» собрала работы фотографов из разных уголков России. Кадры успели оценить как взрослые, так и дети. Очень интересная выставка. Я думаю, что в День народного единства она очень актуальна. И очень приятно видеть работы, на которых изображены наши исторические памятники. Некоторые из них мы видели. Например, летом мы с детьми были в Москве на площади, видели храм Василия Блаженного. И дети при обходе выставки как раз его узнали и сказали: «Мама, мы же были там, как раз на этой площади». Детям тоже очень понравилось. Работы рассказывают о красоте и величии родного края. Стинские художники тоже приняли участие в проекте. В выставку вошли работы, посвященные Северной Осетии. Среди них и кадры Михаила Гасиева. Кстати, некоторые фотографии заставили художника и понервничать. Хотелось запечатлеть этот снимок так, чтобы передать вечернее настроение города, но при этом, чтобы горы было видно и еще чувствовалось закатное солнце. А долго пришлось ждать этого момента? Минут 20, то есть это было снято на последних процентах. То есть уже дрон садился? Дрона, да, он реально почти уже садился. И, в общем, подсветка включилась, я выстроил настройки, и у меня на переднем плане фокусирует взгляд именно проспект Мира. Любоваться эффектными портретами, захватывающими пейзажами, необычными ракурсами известных памятников архитектуры горожане и гости республики смогут до новогодних каникул. Всего на выставке представлено 30 фотокартин. Среди них посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Некоторые из них с сопровождением стихотворений русских классиков, таких как Анны Ахматовой и Константина Симонова. Такая выставка одновременно открылась в 85 регионах страны. В республике с работами можно познакомиться в Национальном музее. А вот во многих городах, в аэропортах, в Хабаровске, в Москве. Так организаторы выставки показали, что путешествовать по России полезно и интересно. Почему выставка называется «Россия. Полет через века»? Потому что Россия началась не с 17 года. Россия, она вечная, тысячелетняя Россия. И я думаю, во всех концах нашей необъятной родины увидят фотографии и из Северной Осетии. А мы видим фотографии с Камчатки, с других регионов. Вот это вся прелесть этой выставки в этом, чтобы мы знали, что мы в России, мы один народ, но нас очень много. Открытие выставки приурочили ко Дню народного единства. Проект реализуется по инициативе Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Экспозиция фотографий представлена на официальном сайте проекта. Марина Караева, Давид Битиев. Новости Осетии.